Доброе утро! Начинаем еще один чудесный день. С вами Руслан Ачиров. И Вероника Тамтосова. Ну и сегодня мы не просто начинаем день, а с хороших новостей. Итак, вы смотрите, видите QR-код на наш телеграм-канал, но это не просто так. Сегодня мы, друзья, у вас есть отличная возможность. Мы дарим билеты на спектакль «Нургун Ботр». Вот такие вот они замечательные. Вот они у меня в руках, вы можете их видеть, которые покажут уже сегодня. Это уникальная возможность прикоснуться к якутскому героическому эпосу с его могучими, богатыми древними обрядами и завораживающей музыкой. А самое главное, это, конечно, сегодня посетить театр, потому что вы наверняка не ожидали, что у вас будет такое уникальное предложение прямо с утра. Да, спектакль пройдет в Театре оперы и балета. И самый, наверное, главный вопрос у всех, как участвовать. Все очень просто. Оставайтесь с нами до финала нашего прямого эфира. Подпишитесь на наш телеграм-канал «Утро Якутии» и найдите последний пост с вопросом. И самый важный нюанс, чтобы ответить правильно, нужно внимательно смотреть сегодня нашу передачу. Именно здесь вы найдете подсказку. А вопрос звучит так. Какую улицу Якутска мы сегодня представили в нашей постоянной рубрике? Так что смотрите эфир внимательно, не пропустите ответ. Ну а прямо сейчас мы спешим к вам с прогнозом Хотелось погоды. бы еще один нюанс отметить, что будет наш билеты мы подарим не самому первому правильно ответившему, а вообще в целом всем. Среди всех правильно ответивших наших подписчиков телеграм-канала «Утро Якутии» у каждого будет возможность получить эти замечательные билеты в подарок. Ну, это так завуалировано. Руслан сказал, что все в ваших руках, и все зависит от вашей удачи сегодня с утра, потому что, да, вариатор чисел может выбрать именно вас. Ну что, давайте узнаем, какая погода за окном. Итак, сегодня в центральных районах 41-30 ниже 0, в заречной группе минус 42, минус 32, в южных 24-16 градусов холода, в Вилюйской группе минус 42, минус 28, в Нижнеленских 41-36 ниже 0, в западных минус 30, минус 17, в Колымо-Интигирской группе Улусов сегодня 30-23 градуса холода, в Янских минус 38, минус 24, ну а на северо-западе 43-27 градусов мороза. В Якутске 6 часов утра температура составила 39 градусов ниже 0, атмосферное давление 750 мм ртутного столба, ветер западный от 1 до 2 метров в секунду. Сегодня днем в Якутске облачно, без осадков, ветер западный от 1 до 3 метров в секунду, но температура составит 33-32 градуса ниже 0. Так, ну что, мы знаем, какая погода за окном, ну а прямо сейчас давайте познакомимся с самыми актуальными новостями. Доброе утро, Якутия. Далее блок новостей. Минтруд России выступил с инициативой ускорить процесс принятия решения о компенсации стоимости проезда к месту отдыха для пенсионеров, проживающих в районах Крайнего Севера. Согласно проекту постановления, срок рассмотрения заявки социальным фондом сократится с 5 до 2 рабочих дней. Напомним, что неработающие пенсионеры и инвалиды, живущие в северных регионах, имеют право раз в 2 года получить возмещение расходов на поездки по России, либо в виде готовых билетов, либо в форме денежной выплаты за уже купленные проездные документы. Строительство нового корпуса Высшей школы музыки кипит, несмотря на морозы. Специалисты занимаются укладкой стен и перегородок, монтируют окна. Площадь в почти 10 тысяч квадратных метров позволит заниматься всем ученикам под одной крышей. Сейчас репетиционные разбросаны по коттеджам. Комплекс объединит учебные и музыкальные классы с интернатом на 150 мест. Учли в проекте и звуковые преференции артистов. Акустикой в новых залах будет доволен виртуоз с самым чувствительным слухом. Напомню, здание Высшей школы музыки строится по поручению Владимира Путина. Наша школа открылась в начале 90-х годов. С этого времени самая главная мечта всех музыкантов заключалась в том, чтобы у нас были специализированные помещения. Мы благодарны первому президенту Михаилу Фомичу Николаеву, потому что целую деревню отдали под классическую музыку, но мечта музыканта – это чтобы был хороший звук, прекрасная акустика. Все это нам подарил наш президент Владимир Владимирович Путин.
На торжественной линейке в Маинском лице имени Тимофеева, приуроченной ко Дню российской науки, юбилею Мигина Кангаласского улуса и дню рождения первого якутского академика Владимира Ларионова, произошло знаковое событие. Выпускник школы академик РАН и попечитель лицея Михаил Лебедев вручил первые сертификаты на 2 академические стипендии. Меценат сообщил, что выплата в размере 50 тысяч рублей станет ежегодной. Премия призвана стимулировать учеников и педагогов к достижению высоких результатов во всех направлениях образовательной и научной деятельности. Замечательно, что произошло такое знаковое мероприятие, да, которое будет продолжаться. Это академиками Российской академии наук, академик Российской академии наук Михаил Петрович Лебедев присудил 2 премии, да, одна для выдающегося учителя и 1 премия для лучшего ученика, который по итогам учебного года 2025 и 2026 в мае месяце. В эти дни проходит акция «Лучики добра. Помощь онкобольным детям». Акцию начали проводить по инициативе Карины Колесовой еще в 2019 году. В этом году акция проходит уже 7-й год и помогает детям с онкологическими заболеваниями. В 2020 году после длительного лечения по результатам контрольного обследования произошла долгожданная ремиссия, и Карина победила рак. Уже на следующий год юный блогер стал обладателем гран-при общественной премии «Якутянин года-2020». Сейчас девочка учится, ведет активную жизнь и помогает детям с онкологическими заболеваниями. Принять участие в акции до 15 февраля могут все желающие. Каждый год в феврале, к 15 февраля, это день онкобольного ребенка. Вот каждый год ежегодно мы проводим акцию. За 7 лет в акции приняли участие более нескольких тысяч людей. Это как просто неравнодушные люди, организации, также коллективы, предприниматели, блогеры. По окончанию акции со всей собранной помощью мы едем напрямую в медцентр, в онкологическое детское отделение, где напрямую передаем все родителям и медсестрам. С наступлением весны, выходя из дома, мы каждый день слышим их веселое чириканье. Кажется, воробьи были всегда и будут всегда, но орнитологи бьют тревогу. Их численность в мире сокращается, и в России сейчас стартовала особая акция «Всероссийская перепись воробьев». Почему это важно и что мы, обычные горожане, можем делать для этих маленьких соседей? Узнаем подробности у нашего сегодняшнего гостя в студии Андрей Никифоров, лаборант-исследователь Института биологических проблем криолитозоны. Доброе утро. Здравствуйте. Доброе утро. Андрей, скажите, почему решили считать именно воробьев? Получается, вообще сейчас в мире происходит глобальная тенденция сокращения численности именно воробьев, а воробьи — это наиболее многочисленный представитель пернатых, и воробьи всегда сопутствовали человеку, и воробьи выступают в качестве так называемого биоиндикатора экосистемы. То есть если сокращается численность воробьев, то это, скорее всего, сигнализирует о том, что что-то как-то не так происходит в экосистеме. Угу. Чем лучше всего подкармливать воробьев, а что им может навредить? При подкормке вообще любых птиц самое главное соблюдать такие правила. Не подкармливать соленым, жареным, какими-либо продуктами со специями и порченными продуктами с плесенью. А для воробьев, в принципе, наибольшим лучшим кормом считается пшено или проса, также необжаренные семена подсолнечника, и, в принципе, хлебом также можно подкармливать. Главное, опять же, чтобы он не был заплесневелым. А вот численность, то, что сокращается, может ли это быть связано как раз с тем, что общая пища человека изменилась? Скорее всего, нет, потому что воробьи — это синантропный вид, они всегда сопутствовали человеку, и они очень хорошо адаптируются. То есть они наиболее адаптируемый вид, то есть они так же, как и человек, адаптируются к изменениям пищевых продуктов и так далее. То есть, скорее всего, это не является основной То есть это причиной. более глобально? Да. Вообще, даже так не задумываешься, что воробьев стало меньше. Как-то вообще об этой проблеме, наверное, обычный человек не задумывается. Но правда ли, что если, например, воробьи вдруг исчезнут, то у нас, что касается Якутии, например, станет больше комаров и мошек?
Ну, гипотетически такое может быть, но увеличение численности комаров и мошек, скорее всего, будет незначительным, потому что они не являются основной кормовой базой для воробьев. То есть воробьи все-таки больше зерноядные, и даже в гнездовой период, когда они выкармливают птенцов, они выкармливают их в основном наземными насекомыми и их личинками, гусеницами. То есть летающие насекомые не входят в их основной рацион. Но, тем не менее, это все равно на нас глобально повлияет. Но тогда. Ну, а как можно поучаствовать в акции в поддержку численности данных птиц и в переписи? Ну, все очень просто. Переходите по ссылке, переходите на сайт акции, там все подробно, досконально расписано, по какой методике, в какое время, как участвовать, когда будут результаты, там все есть. Ну, то есть в поисковик вводим перепись Да, воробьев. так и называется, перепись воробьев, да. Мгм. То есть это может любой человек, да, принять Да, участие да. в переписи? Да, абсолютно А, любой. а где вот в городе, например, ну вот, что касается нашего города Якутска, воробьи любят жить больше всего, и вот где их можно точно найти и посчитать? Ну, получается, в зимнее время они в основном скапливаются там, где у них как раз-таки есть кормовая база, то есть это свалки, открытые мусоросборники, возле столовых, общепита и тому подобное. Они скапливаются там. То есть это наиболее лучшее место для их подсчета. А так, если поблизости есть от вашего дома деревья или кустарники, и если вывесить там кормушку, ну или просто раскидывать корм, то рано или поздно воробьи точно появятся. А там, где появится хотя бы один воробей, обязательно появится и вся стая. И они будут весело сидеть и щебетать на этих кустах. Ну, кстати, да, действительно, потому что у нас в соседнем дворе, например, кормушка, но она не то, что в этом году появилась, она там постоянно, кто-то вот ее прямо делает, зерно выкладывает, там всегда много воробьев. Поэтому для меня тоже было интересно, что воробьев стало меньше. Оказывается, такая проблема Ну, существует. Да. А заметили ли вы в последнее время изменений в поведении воробьев? О, это очень интересный вопрос, потому что, ну, если сравнивать современных воробьев и, допустим, воробьев, которые появились в 19 веке, конкретно у нас в республике, то каких-то глобальных изменений в их поведении не будет. То есть воробьев-зумеров не бывает. Не бывает. То есть могут происходить какие-то просто поведенческие адаптации к изменяющимся условиям, но они очень специфические, и этим занимаются специалисты-этологи, как раз, которые занимаются изучением поведения животных. А так, в принципе, поведение Какие как были, было. такие и остались. Да, какие были, такие и остались, по большому счету. Мгм. Ну вот, если, например, кто-то из наших телезрителей хочет помочь воробьям, ну, вот не только кормом, но и жильем, да, вот стоит ли вешать какие-то определенные скворечники или для них нужно делать какие-то другие кормушки? Да, вот это, кстати, действительно одной из причин считается то, что из-за современных планировок зданий у воробьев пропадает места для обустройства гнезд, и искусственные гнездовья являются отличной альтернативой. И, в принципе, да, воробьи очень охотно занимают так называемые воробьятники. Главное условие, чтобы они не были слишком большими, и диаметр их летка, то есть входного отверстия, должен быть больше 35 миллиметров. Если оно будет меньше, они просто не влезут туда. А так, да. А если будет больше, занять может кто-то другой? Да. Но у нас как таковых конкурентов для воробьев дуплогнездников нет, так что, в принципе, для всех подойдет. То есть вход в воробьятник должен быть больше 35 миллиметров в диаметре. в диаметре. Мгм. Мгм. Ну, вроде все просто. Когда мы получим уже результаты вот переписи, и что они нам покажут? Ну, результаты конкретных сезонных переписей, насколько я знаю, будут известны к концу месяца, то есть это к концу февраля для зимы, и для лета это в конце августа. А все глобальное исследование планируется проводить в течение 10-15 лет от начала исследований. То Ну, есть, то есть статистически смотреть, как меняется да, да, численность. это как бы глобальный мониторинг, который каждый год в одно и то же время должны на протяжении десятилетий отслеживаться. Мгм. То есть, получается, каждый наш телезритель может внести тоже свою лепту, да, в перепись. Я правильно понимаю, что достаточно, например, в поисковике написать перепись Да, воробьев да. город Якутск, Да. и вся информация Да, появится. там И все зарегистрироваться. пошагово расписано, все очень четко, досконально донесено. Ну да, интересно знакомиться с перечнем, потому что сложно представить, что один человек посчитал там где-нибудь на улице какой-то, да, воробьев, другой может пересчитать или все-таки... Да, действительно, там должна быть своя методика, чтобы на одном и том же месте в определенные сроки определенным человеком подсчет велся. Еще же может быть такое, что воробей, например, не проживает по месту прописки, да, то есть он из другого района залетел. Да, ну, это статистическая погрешность, вероятнее Но всего. они, скорее всего, аккумулируются, там как-то есть какая-то... Это они стайные алгоритм. вообще, да, птицы? Ну, вообще, да. То есть, как я уже сказал,
когда есть одна птица, обязательно появится и вся остальная стайка. Мгм. То есть они очень общественные животные, птицы. Хотелось бы еще спросить про снегирей. Вы не в курсе? Вы же не орнитолог? Я орнитолог. А, вы орнитолог. Я орнитолог. Снегири у нас раньше были, по-моему, тоже так единичные моменты. Вообще они появляются в Якутске? Снегири вообще есть, просто они ведут очень скрытный образ, особенно летом. А зимой они начинают, как и все остальные птицы, соответственно, искать себе пропитание, и поэтому становятся более заметными. Ну и с учетом окраса более видны. Да. Но с ними никаких проблем нет сейчас. С них нет. Это уже хорошо. Спасибо большое, что пришли. Очень интересно. На самом деле, не всегда в повседневной жизни мы находим время, чтобы об этом задуматься. Спасибо вам большое. Ну, вот так мы и живем, погруженные в свои бытовые проблемы, а тут с улиц наших городов массово пропадает целый вид птиц. Также проходят по той или иной улице, мы даже не задумываемся об ее истории. Ну, ученики Якутского городского лицея спешат к нам на помощь. Теперь мы не только знаем, что воробьи пропадают, но еще узнаем, по каким улицам мы ходим. Здравствуйте! Есть улицы, которые можно прочитать как книгу, где каждый дом – глава, а старое название – забытое предисловие. Перед вами одна из таких улиц – улица Строда. Ее нынешнее название звучит громко и героически, но история этой улицы начиналась тихо, под сенью колоколов. В середине XVIII века на краю посада, за логом, купец Дмитрий Барабанов строит каменную церковь Пресвятой Богородицы. Рядом с ней и возникает улица, названная в ее честь – Богородицкая. Это была дорога на Иркутск, важная магистраль в жизни купеческого и церковного Якутска. Здесь селились зажиточные горожане, о чем и сегодня напоминают уникальные деревянные дома, подобные дому атамана Казанцева. После революции старый мир рушится. Улицу, названную в честь святой, переименовывают в Интернациональную. Имя, полное новой веры и новых идеалов. Но где-то далеко, в Якутской тайге, в это самое время решается судьба, которая в будущем даст улице ее третье, окончательное имя. Иван Яковлевич Строд, уроженец Латвии, георгиевский кавалер Первой мировой, а затем легендарный командир гражданской войны в Якутии. Его малочисленный отряд в 1923 году в местности Сосул-Сысы выдержал ту самую 18-дневную ледяную осаду, отбив атаки отборных офицерских частей. Это был подвиг стойкости, сделавший его имя символом несгибаемости, а позже и талантливого писателя, автора книги «В якутской тайге». В 1958 году советская власть, утверждая свою историю, ищет новых героев. Улице Интернациональной решено дать конкретное героическое имя. Так Богородицкая Интернациональная становится улицей Строда. В этом переименовании весь дух того времени. Память о воинском подвиге приходит на смену памяти религиозной и интернациональной. В районе Залок. Ее протяженность около 3,5 километра. Мы видим эту многослойную память. Деревянные кружева домов XIX века говорят нам о Богородицкой улице купеческого Якутска. Само ее расположение в историческом сердце города хранит дух интернациональной, молодой Советской Республики. А строгое название напоминает нам о стуже Якутской тайги, огне и стойкости гражданской войны. Над передачей работала киностудия ЯГЛ. Что мы готовы сделать, чтобы сохранить лицо своего города? Купить билет в музей или, может быть, взять в руки инструменты и купить старый дом? На улице Дзержинского в Хабаровске есть сказочный теремок, который не снесли только благодаря чуду. А чудо, как выяснилось, имеет имя, адрес и работает своими руками. Знакомьтесь, Валерий Хидиров, человек, который на собственные средства возвращает к жизни исторические здания. Почему он это делает и что у него уже получилось, смотрите прямо сейчас. Вот так же шел по улице Валерий Хидиров и обратил внимание, что старинное здание по сути превратилось в барак. А было одним из красивейших в городе шедевр деревянного зодчества. Участь дома была ясна: окончательно разрушится сам или сгорит, и появится очередная высотка. Решил спасать. Дом Федора Чуденова. Дом мы постарались сохранить в том виде, как это было построено изначально в 1896 году.
И сейчас посмотрим внутри, сохранили все балки, то, что было возможно. Зданию требовалась не просто реставрация, а восстановление. Владелец небольшой строительной фирмы Валерий Хидиров взял кредит, выкупил ветхое строение, расселил жильцов, изучил архивные документы, фото, чтобы воссоздать тот самый исторический облик. Ушло на все 8 лет. Почему так долго? Я обычно говорю, долго, но надолго. Я понимал, что если мы сегодня за это не возьмемся, завтра этого объекта может и не быть уже. О владельце доходного дома Федоре Чудинове узнал много интересных фактов. Нашел его потомков в Питере, восстановил историю семьи. К примеру, прадед Федора Чудинова 58 лет посвятил строительству петерговских фонтанов. Был удостоен императорского перстня и дворянского титула. Сам Федор Чудинов в Хабаровск приехал молодым лейтенантом. Здесь стал первоклассным топографом, советником губернатора, полюбил Преамурье и начал писать рассказы про этот край. Это наша история, поэтому мы должны сохранять. Я говорю, нет чего будет отталкиваться, если не будем опираться на свою историю, не будем сохранять. Сейчас на первом этаже доходного дома разместились магазины, а на втором в планах культурный объект, возможно, литературный клуб. Душа русского человека – это деревянное зодчество. Там и тепло, и душевно, и хорошо, поэтому вот это тепло всегда чувствовал, знал, находясь в этих домах. Особняк на улице Кимючена стал его следующим спасенным объектом. Очередную высотку хотели построить на месте дореволюционной богадельни. Особняк еще был знаменит тем, что на его крыльце всегда висела детская люлька. Туда подкидывали нежеланных младенцев. Жила здесь сердобольная женщина, которая выхаживала и воспитывала таких детей. Объект не мой, но в целом пришлось приложить огромное усилие для того, чтобы этот объект сохранить. И благодаря общественности нашего города, благодаря Центру памятников, решили оставить и воссоздать. Улица Калинина. Этот деревянный особняк теперь тоже является украшением города, хотя совсем недавно имел плачевный вид. Был возведен в начале прошлого века двумя купцами Тоболовым и Битаровым. Это место стало очень популярным у горожан. Здесь разместилась гостиница «Гранд-отель», ресторан «Лондон», так тогда было принято говорить, и бильярдный зал. Купцы Тоболов и Битаров, выходцы из Терской губернии, вели бизнес в Харбине. Там познакомились и подружились с французом Эмилем Нино, крупным поставщиком пушнины, женатым на хабаровчанке и первым профессиональным фотографом Хабаровска. Именно благодаря ему остались в истории кадры дореволюционного города. Он и пригласил друзей заняться здесь бизнесом, а потом позвал сюда же знаменитую артистку Марию Петипа, внучку известного балетмейстера француза Мариуса Петипа. Для ее театральной деятельности рядом с особняком Тоболов и Битаров построили театр. По центру за нашим домом построили театр с 25 лоджиями, который по итогу уже в советское время снесли в конце 50-х годов. В 2000-м под угрозой сноса оказался и дом с мезонином. На его месте хотели построить высотную гостиницу. Хидиров решил отстоять дом. Чуть промедлил бы – снесли. На расселение жителей, восстановление аварийного здания потратил немалые средства и 10 лет. Чтобы окупить расходы, ему предлагали изменить проект, сделать дом повыше, побольше, но Хидиров стоял на своем. Исторический облик менять нельзя. Зачем вообще вам это нужно? Тратить такие средства на восстановление памятников, личные средства? Это такая внутренняя потребность, это все-таки наша история. Это здесь жили наши предки, строили наш город, наш Хабаровск. И действительно внутреннее желание что-то сохранить, воссоздать. В ходе реставрационных работ в доме было найдено много раритетов. Пожалуй, одна из самых необычных находок – рисунок головы лошади. Лежал в тайнике под карнизом. В 1916 году его нарисовал сын купца Тоболова. За рисунок пятикласснику поставили 3 с минусом. Тот самый рисунок, который сын Тоболова, опасаясь недовольства родителей, припрятал так, что обнаружили спустя 100 лет. Теперь этот раритет украшает одну из стен восстановленного здания. При восстановлении дома сохраняли все: и столетние кирпичи, и деревянные элементы. А слуховые окна и балконы, исчезнувшие в советское время, вновь появились. Сохранив эту концепцию, решили также оставить здесь ресторан. Ресторан русской кухни. Ресторан русской кухни, да, с настоящей печью, где вот на дровах готовят. Реставратор-энтузиаст на достигнутом не останавливается. В планах построить рядом с домом на этом месте театр, точь-в-точь, как был раньше.
Это получается исторический объект здесь, и тот же театр восстановлен здесь, и постараться повторить, наверное, проводить те же спектакли, если удастся все. Ну, надеюсь, что все будет нормально. Восстановим. Но для сохранения не только внешнего облика любимого родного города, но и души родного города и даже республики нужно изучать и сохранять и родные языки. Наш эфир продолжит серия сюжетов, посвященных изучению якутского языка. Аламай күнінен. Аламай күнінен. Сегодня выучим отрицательную форму повелительных глаголов. Для этого берем основу глагола и присоединяем к ней следующие аффиксы. Для единственного числа аффикс «ма». Для множественного числа аффикс «ман». Они, в зависимости от гласных, присутствующих в основе глагола, имеют вариации «ме» и «мен». Рассмотрим на примерах. Пой, ылла. Ылла. Не пой, ыллама. Ыллама. Не пойте, ылламан. 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 Бери, ыл. Ыл. Не бери, ылыма. Ылыма. Не берите, ылыман. Ылыман. Ешь, се. Се. Не ешь, семя. Семя. Не ешьте, семен. Семен. Смотри, көр. Көр. Не смотри, көрüme. Körüme. Не смотрите, көрüмен. Körümen. Бегай, сюр. Sür. Не бегай, сюрüme. Sürüme. Не бегайте, сюрüмен. Sürümen. Молодец, Аня. А сейчас составим с ними простые предложения. Слушаем и повторяем. Мальчик, не пой эту песню. Уолчан и тирыны лама. Уолчан Волчан. и тирыны Итераны. лама. Лама. Ничего не берите. Тугуда ылыман. Тугуда Тукуда. ылыман. Лыман. Не ешь много сладкого. Миннигехи эльбехтик сиеме. Миннигехи. Миннехи. Миннигехи Миннегехи. эльбехтик Илбехтих. сиеме. Семя. Девочки, не смотрите этот фильм. Кыргыттар. Иди кийлени көрүмең. Кыргыттар. Кыргыттар. Ити кийлени Итикинени. көрүмең. Körümen. Мальчики, не бегайте по лестнице. Уолаттар кирилеске сүйрүмең. Уолаттар Олаттар. кирилеске Кириллиске. сүйрүмең. Sürümen. Следует отметить, что некоторые повелительные глаголы имеют особую форму. Например, не болей, ылджима. Илджима. Еще раз, ылджима. Илджима. И вы тоже не болейте, будьте здоровы. Чаген болум. Чаген Чеге. болум. Еще раз, Болум. еще раз. Чаген болум. Чеген болум. Ну, это, конечно, здорово, когда новые технологии приходят на помощь и делают обычные вещи еще интереснее и увлекательней. Вот, например, как изучение языка в эфире нашей утренней программы. И сейчас мы расскажем вам, как можно изменить привычный поход в ресторан. Представьте, вы в ресторане сделали заказ, и вместо того, чтобы смотреть в телефон в ожидании еды, на вашем столе разворачивается настоящее волшебство.
Прямо на скатерти оживает крошечный шеф-повар. Он бегает, разводит костер, ловит крабов, сражается со стейком. Вас ждет целое интерактивное приключение, где миниатюрные повара-лилипуты прямо при вас готовят ваше блюдо. Апофеоз наступает, когда шоу завершается, и официанты приносят вам ту самую, но уже абсолютно реальную и аппетитную еду. Это не фантастика, это ресторан под названием «Маленький шеф». Уникальная технология 3D-маппинга, которая превращает ожидания в главное событие вечера. И таких локаций по всему миру более 70. От гламурного Дубая и исторического Рима до делового Шанхая и солнечного Алматы. Он был и в Петербурге, но, увы, закрылся. Зато теперь есть отличный повод отправиться на гастрономическое путешествие и поиски в другую страну. Ну, идея классная, еще так все как-то с юмором обыграно. Допустим, пили брокколи, да? Ну, самое главное, мне кажется, в этом всем пространстве, что ты, во-первых, в ожидании, и блюдо становится 100% вкуснее, да, потому что ты его прям ждешь. И самое главное, можно что-то обсудить, что-то посмотреть, получить массу эмоций и, наконец-то, отвлечься от гаджетов. Ну, я не знаю, вот сейчас посадил себя на место, вот, например, посетителя этого ресторана, приходишь голодный, заказал стейк, сидишь, ждешь, и тут прямо перед тобой это все готовится, и, мне кажется, можно и... Главное, самое главное, чтобы после окончания вот готовки этого блюда принесли настоящий, без задержки, как это часто бывает. Ну, мне кажется, в этом и сюжет, то есть данного маленького приключения гастрономического. То есть ты сидишь, ждешь, и официант должен своевременно, вовремя все это подать. Конечно. Только так это будет. Ну, вот муха как-то очень, Ну, очень это, видишь, невкусно выглядит. Это к тому, что ты вот, чтобы не сильно прям голодным себя ощущал, ну, вот все обыграно. Классно. Но если будет возможность, нужно обязательно посетить такой ресторан. Во всяком случае, это точно необычное приключение гастрономическое и поход, соответственно, в ресторан. Да, но причем, мне кажется, это несложно сделать. И Проектор напоминаем, над столом и все. да, кстати, напоминаем, что у вас тоже может быть удивительный вечер, да, то есть вы утром точно не ожидали, что именно сегодня у вас есть уникальная возможность, благодаря нашей программе, получить в подарок 2 билета в театр. Да, и напоминаем, что чтобы их получить, нужно всего лишь перейти по QR-коду, который вы видите на экране, в наш телеграм-канал «Утро Якутии», подписаться и под последним постом дать ответ на вопрос, какую улицу Якутска мы сегодня представили в нашей постоянной рубрике. И среди всех подписчиков, правильно ответивших на этот вопрос, мы буквально определим победителя сегодня в прямом эфире. Да, и подарим 2 замечательных билета в театр уже на сегодняшний вечер. Ну а 3 составляющих бодрого утра. После пробуждения избегать соцсетей и негатива, встречать утро с самой семейной утренней программы «Утро Якутии» и сделать вместе с нами утреннюю разминку. Все, просыпаемся. Всем доброе утро! Сегодня мы делаем парную йогу вместе с детьми. Первое наше упражнение, мы представляем, что мы собачка, и как будто бы опускаемся собачку мордой вниз. Это мы ручками прямо опускаемся, и ручки вытягиваем, ставим наши ножки и поднимаем копчик к потолку, а голову опускаем вниз, потому что собачка мордой вниз, и прям расслабляем голову. И выталкиваемся, можно согнуть коленки ребенку и потянуться вверх, выталкивая себя. А затем мы делаем собачку мордой вниз, то есть выходя из этого положения, мы ложимся на животик и как будто бы поднимаем голову, как вот собачка, да, и выталкиваемся от пола обратно в собачку мордой вниз, сгибаем коленки и подтягиваемся, ручками отталкиваемся, и собачка мордой вверх. Здорово! Эти упражнения будут развивать у вашего ребенка силу рук и гибкость ног. Следующее упражнение. Из этого же положения ваш ребенок одной ручкой тянется сначала за одной, потом за другой ножкой. И делаем такую корзиночку. Мы как будто пальчики натягиваем от себя и толкаем сильными ножками, себя поднимаем вверх. А потом отпускаем и плавно ложимся на живот и отдыхаем. Давай сделаем еще раз. Выходи из собачки мордой вниз и отлично. Сначала за одну, потом за другую ножку. Голова сильно не запрокидывается, наоборот, мы ее смотрим вперед. И затем отпускаем ножки и расслабляемся, отдыхаем.
Такое упражнение для вашего ребенка прекрасно подойдет для развития гибкости спины. Следующее упражнение на координацию и равновесие. Мгм. Значит, у тебя в руке находится мячик, либо любой другой предмет. Одну ножку мы поднимаем, и одной ручкой мы опускаем этот мячик на пол. Оставляем его здесь и встаем. Затем другую ножку поднимаем, и другой ручкой мы уже хватаем этот мячик. Здорово! Можно немножко себе помогать ножками. Потом снова опускаем другой ручкой. Молодец! И поднимаем уже другой ручкой. Отлично! Следующее упражнение. Мы становимся в опору на 4 точки, поза стола. И сначала мы просто поднимаем одну ножку назад, опускаем на равновесие, вторую ножку поднимаем, опускаем. А затем поднимаем одну ножку и одну ручку противоположную. И смотрим за балансом, чтобы та коленка, которая осталась на полу, чувствовала себя уверенно и сильно. И затем другая ножка. И ваш ребенок будет чувствовать, насколько у него получается сделать это равновесие. Ага. И другую. Привлекайте ваших детей к утренним зарядкам, чтобы вместе наполняться здоровьем и радостью. От мягкой утренней разминки к красоте большого спорта, где каждый жест отточен и прекрасен. Тем более, что уже завтра в Якутске стартуют зрелищные соревнования первенства Дальнего Востока по художественной гимнастике. Вся эта грация, упорный труд и яркие моменты. У нас в студии старший тренер сборной Якутии Виолетта Никифорова и олимпийская чемпионка Ксения Дудкина. Доброе утро. Доброе утро, рада вас видеть. Ну, давайте начнем с подготовки. Как команды подходили к соревнованиям? Ну, мы готовились к этому турниру, к этим соревнованиям целый год. У нас были поставлены определенные цели. И очень рады, что такие большие соревнования проводятся именно здесь, в республике. Это впервые в истории. Поэтому подготовка была особенно такой трепетной. Тренировочный процесс у нас проходил комплексно. Это начиная от самих тренировок, заканчивая, конечно, образами наших спортсменок. Поэтому надеемся достойно представить республику. Ксения, художественная гимнастика — это не только спорт, но и артистизм. Да? Вот как вы работаете над образами и костюмами? Безусловно, я согласна, что вы подчеркнули это, потому что как мы работаем, но у нас очень индивидуальный подход к каждой девочке. Мы пытаемся раскрыть их образы, то есть подбираем музыку, которая подходит именно им. Работаем над внешним видом, безусловно, Виолетта Семеновна у нас в этом ас. Шьем купальники, отрабатываем. Безусловно, пытаемся, чтобы девочки передали весь характер композиции, которую они делают, чтобы они ее прочувствовали, чтобы это было не просто, да, а, как говорила Ирина Александровна Винер, всегда, чтобы это был какой-то спектакль на ковре, и мы, конечно же, поддерживаем эту идею и двигаемся в этом направлении. Вот хочется спросить немножко о наших девочках, которые сегодня борются за медали, да? Какие они, как их отбирали, какой у них был путь вот до этого большого соревнования? Нашу команду будут представлять гимнастки со всей республики. Это Мирнинский район, Нерюнгри, Хангаласский район и город Якутск. Такая сборная республики получилась. Да, поэтому она и сборная собрали сильнейших гимнасток. Отлично. Вот, Ксения, ваш тренерский подход интересен всем. Вы прошли весь путь сами, да? Как он строится? Вот на чем построен ваш именно тренерский? Ну, перед тем, как я его построила, этот тренерский подход, я, конечно же, собрала очень много опыта. Безусловно, это старая Омская школа, где я работала с выдающимся тренером Верой Ефремовной Штельбаумс, у которой целая плеяда чемпионок, от Ирины Чащиной до единственной в мире двукратной олимпийской чемпионки Евгении Канаевой. Безусловно, основной вообще вклад
в мой подход, наверное, я взяла у Ирины Александровны Винер, работая с ней и как спортсменка, и 5 лет я проработала с ней рука об руку как тренер. Конечно же, я многое от нее взяла, ну и многое я чувствую сама, то есть это больше, наверное, индивидуальный подход, плюс строгая дисциплина совместно с, наверное, таким подходом к технике и артистизму. Безусловно, это трудолюбие, терпение. Я пытаюсь в девочках развить какие-то лидерские качества, которые потом будут просто даже со зрительского места чувствоваться со стороны на соревнованиях. Для меня это очень важно, чтобы девочки были сильные, чтобы они показывали свой уровень, чтобы они доказали, что они конкурентоспособные. Именно сейчас, в данной ситуации, мы именно над этим работаем. Вот. Ну и, конечно же, мое умение создавать коллектив, который мы создали для детей, и очень дружный коллектив и тренерский, чтобы девочки чувствовали, насколько они нужны именно в зале, на ковре, потому что они тренируются вдали от своих родителей. Вот. Мы вторые мамочки, сестры, тети, дяди и все остальное для них. И я надеюсь, что у меня получится им передать свои ощущения, которые нужно чувствовать на ковре, чтобы, наверное, становиться чемпионом. Так. Ну, спасибо за интересный рассказ, правда, такой комплексный подход. Ну и, конечно, хочется узнать, кто же к нам приедет. Дальний Восток соберет сильнейших спортсменок нашего округа. Это 9 команд. Каждая из них прошла также отборы в сборную, в свою сборную региона. Приедут гимнастки, не только сильнейшие гимнастки сборной именно своего региона, а и также будут представлять гимнастки сборной России. Вот, поэтому будет очень интересно, зрелищно. Ну и наши гимнастки самые главные. Девочки очень волнуются, переживают. Мы шли к этому целый год, еще раз повторюсь, и для них очень важно достойно представить республику. Такая уникальная возможность Да. посмотреть на всех у наших горожан, ну, еще и в первый раз. Конечно. И мы всех ждем и приглашаем поддержать наших девочек. А, кстати, когда и где можно будет увидеть выступление? Соревнования пройдут с 12 по 16 февраля в ДЮСШ номер 9 в новом специализированном зале для художественной гимнастики на Ленинской, 27. Ну, ближайшие цели понятны, да? Вот какие цели у команды дальше? Дальнейшие цели у нас, конечно, это зафиксировать свою причастность и важность на российских высоких, крупных стартах. Безусловно, будем стараться выходить на международный уровень, да, по мере возможности. Также, наверное, оставаться в форме, совершенствоваться, безусловно. То есть это какие-то, наверное, учебно-тренировочные сборы. А также мы с Виолеттой Семеновной ежегодно ищем новые молодые таланты и стараемся их поддерживать. То есть мы всегда на связи, мы помогаем, мы работаем. И я надеюсь, что из года в год мы будем подтверждать статус того, что наши дети очень конкурентоспособны по всей России. Для нас это очень важно, для детей тоже, безусловно, потому что они понимают уровень ответственности, и самое главное, у них у всех есть очень большое желание, что сейчас для нынешнего поколения очень важно. Поэтому я надеюсь, что у нас удастся закрепить наш результат и дальше работать. Спасибо большое. Ну, желаем, конечно, нашим девочкам выступить на высоком уровне, чтобы все ваши планы реализовались, и непременно будем за них болеть. Спасибо большое. Желаем вам успехов. Спасибо. Спасибо. Ну а далее мы передаем слово нашим коллегам из блока новостей. И давайте узнаем самые актуальные новости к этому часу. Мы продолжаем говорить о самых заметных событиях этого утра. С
С начала 2025 года в России было принято уже 10 законов по противодействию интернет-мошенникам, что, по данным МВД, помогло снизить число IT-преступлений на 11%. Председатель Госдумы Вячеслав Володин анонсировал новый пакет мер, который включает маркировку международных звонков, ограничение количества банковских карт до 5 в одном банке, введение специальных детских сим-карт. Также планируется ужесточить правила восстановления доступа к госуслугам и обязать банки усилить защиту своих приложений. В Нерюнгринском районе зарегистрировано 12 заявлений о дистанционном мошенничестве. Общая сумма ущерба более 800 тысяч рублей. Граждане продолжают попадаться на уже довольно известные схемы обмана. Так, водитель из Нерюнгри решил купить автозапчасти через популярный сервис объявлений в сети интернет. В итоге перевел мошенникам 129 тысяч рублей и остался ни с чем. Другой местный житель поверил звонку лжесотрудника Росфинмониторинга, который сообщил, что его денежными средствами могут завладать мошенники, убедил перевести деньги на безопасный счет. Следуя указаниям незнакомца, потерпевший отправил на счета аферистов 340 тысяч заемных средств. Обращаем внимание, что ни сотрудники Росфинмониторинга, Роскомнадзора, Центробанка, иных финансовых организаций, ни сотрудники силовых ведомств не сообщают гражданам по телефону о мошеннических действиях с их счетами и не просят выполнить какие-либо финансовые операции. В очередной раз рекомендуем нашим гражданам не пренебрегать основными правилами личной финансовой безопасности. Не отвечайте на звонки с незнакомых номеров, не переходите по сомнительным ссылкам, не передавайте незнакомым лицам персональные данные, в том числе цифровые коды, поступающие вам на телефон. В село Балыктах Усть-Салданского улуса открыли сразу два важных объекта для сельского хозяйства. Это новый коровник сельскохозяйственного производственного кооператива Найахыс вместимостью до 100 голов и около 90 телят. Коровник оборудован внутренним поильником для скотов и имеет автономную котельную. Чтобы хозяйство эффективно работало, в село открыли молокоприемник, который сможет в сутки переработать до 5 тонн молока. И сегодня мы находимся в объекте, где мы в 2025 году передали полномочия управлением сельского хозяйства и муниципального образования региона. И в этом году вот мы уже видим объект, введенный сегодня в эксплуатацию. Это приемный пункт молока, который мы как раз-таки сегодня объект введен животноводческого комплекса. И молоко, которое будет там доиться, сегодня будет сдаваться сюда и храниться здесь. В Горном Улусе в последние годы активно развивается туризм. В прошлом году проект Мытахской администрации и мемориально-галерейного комплекса имени народных писателей Якутии братьев Семена и Сафрона Даниловых, академика народного художника Афанасия Осипова «Все дороги ведут в Мытах» получил широкое одобрение общественности. В прошлом году было охвачено порядка 710 гостей. Жители Якутии получают возможность приблизиться к живописи и искусству. Мемориально-галерейный комплекс планируют широкую сетку работы, организуя различные интересные идеи, которые удивляют и развивают приехавших людей. Период проживания в Хамагате, Семен Данилов посвятил моему дедушке Стахановцу, кузнецу, Дьяконову Евсею стихотворение «Гузе Тигерден». Ну, дословно, если по-русски сказать, то «в доме кузнеца». Мы этим очень гордимся, и для меня было сегодня очень отрадно, очень радостно посетить родину и родину великого поэта. Якутский национальный вид спорта продолжает расширять свою географию. В Южной Корее планируют официально зарегистрировать Федерацию по масс-рестлингу. Договоренность была достигнута в ходе встречи представителей Международной Федерации масс-рестлинга со спортивной общественностью в городе Чангвон. Ожидается, что организация начнет работу уже в мае. Чтобы лучше познакомиться с дисциплиной, корейские представители посетят международный турнир в Монголии с призовым фондом $30 тысяч. Курировать процесс создания Федерации и подбор специалистов будет заместитель директора спорткомплекса Чангвона. К этому часу это все актуальные новости. До встречи в эфире.
Ну, продолжаем тему здоровья и спорта, да? Вот. И, кстати, вот Да, Руслана перебила. Я хотел сказать, что стоп-игра у нас в телеграм-канале. Мы буквально, нам нужно пару минут, чтобы подвести итоги. И через некоторое время мы объявим победителя, которому достанутся билеты. Эх, не удалось мне еще дать вам пару минут. Ну, да ладно. На самом деле, это отличный повод, чтобы сегодня сходить в театр, поэтому ждем с нетерпением, кто же станет обладателем 2 билетов. Ну, а пока продолжаем, как и говорили, тему спорта и здоровья. Когда мы говорим о здоровье, обычно подразумеваем заботу о теле, профилактику болезней, поддержание физической формы. Но не менее важна и другая составляющая — способность преодолевать себя, принимать вызовы и добиваться невероятных результатов. Яркое подтверждение этому история 9-летнего Вардана Айрапетяна. Да, в августе 2025 года он совершил то, что под силу далеко не каждому взрослому. Вардан стал самым юным покорителем горы Арарат. Высота вершины 5165 метров. Восхождение заняло 3 дня, а в группе вместе с мальчиком было 29 альпинистов. Путь к вершине начался с серьезного испытания. Перед экспедицией все участники должны были пройти тест на выносливость. Подъем на гору Арагат. Лишь те, кто справился с нагрузкой, получили право продолжить путь. Вардан доказал свою готовность, хотя поначалу ему отказали в участии из-за пропусков тренировок. По словам руководителя горного клуба «4 вершины» Нарине Джагарян, стремление взойти на Арарат полностью преобразило мальчика. Если раньше он нередко ленился и шел в конце группы, то теперь перестал жаловаться и демонстрировал удивительную стойкость, двигаясь к цели до самого конца. Мой совет другим детям, которые боятся или хотят подняться в горы, это чтобы никогда не сдаваться и тренироваться, чтобы подняться на гору. Потрясающие слова, мне кажется, точно никогда не сдаваться, и даже это касается не только детей, но и взрослых, поэтому стремитесь к своей цели, берите на вооружение, что главное — это большое-большое желание. Ну, мы продолжаем наш эфир и переносимся в Алекминск. В районном детско-юношеском центре Алекминска отметили юбилейную дату. 85 лет отметили необычно и красиво изданием книги, за что автор и центр очень благодарны издателям, супругам Николашкиным. И, конечно, не обошлось без разговоров и воспоминаний. Но центр — это не только воспоминания, это будущее. Сегодня это не просто провести время после уроков. Сегодня это новейшие технологии, новые профессии, современные навыки, а значит, перспективы. 4-е поколение детей Алекминска приходит в детский центр. Вдумайтесь, это мамы, бабушки, прабабушки сегодняшних юных воспитанников. И тихая радость от того, что получилось сделать своими руками то, о чем раньше только мечталось. История центра – это история времени и людей. Детский центр, который отмечает свое 85-летие, для многих стал стартом яркого будущего. Кто-то обрел здесь друзей, а кто-то именно здесь понял, что его призвание – дети. Что такое детский центр? Что такое детский центр? Детский центр – это, наверное, такой большой целый мир. Мир детства, где собираются улыбки, бывает огорчение, бывают обиды, но всегда тепло сердец, тепло детских сердец, тепло взрослых, тепло педагогов. Более 30 лет в центре работает Любовь Васильевна Парфенова, из них львиная доля в качестве руководителя. Сегодня она в новой роли – автор книги. Мы с тобой одновременно пришли. Так, это Наталья. Спасибо. И решили создать брошюру. Речь пока шла тогда только о брошюре. А потом, когда начался сбор хороших статей от бывших директоров, также я вспомнила, что в районной газете очень много статей. Я решила, думаю, их обязательно использовать в сборнике. Ну, конечно, это называется сборник все-таки, потому что здесь собраны статьи о директорах, статьи о работе центра. И
Ну вот решили собрать все в одну книгу, потому что все-таки это фундаментальный носитель информации, который обеспечивает долгое хранение, да? В этот день в центре встретились эпохи. Люди, которые работали в разные года существования центра. В 74-м пришла, и 20 лет. Что у вас было за занятие? Ну, занятия у нас... Сначала я акробатику вела, гимнастика, акробатика. Потом стал кукольный театр вести, мягкое, то есть с детьми октябрятский кружок. Вот, так и пошло. Чем отличалось то время от нынешнего дня, на ваш взгляд? Ну, не знаю, дети были как-то посерьезнее, мы за них не переживали вот так вот, чтобы как сейчас где-то что-то. А в основном то же самое. 102 страницы книги. Это путешествие в мир детства. Это 13 названий центра, начиная от пионер-клуба. Это самый лучший подарок. Печатный итог 85 лет. За 85 лет случалось многое, но вместе с переменами не исчезло главное – желание взрослых помогать детям расти. Здесь может работать любой или это все-таки призвание? Нет, это все-таки призвание, потому что за 20 лет моей работы в детском центре люди приходили, люди уходили, но люди с истинной, наверное, любовью к детям, к своей работе, истинные энтузиасты, вот они оставались. Елена Фаст, Максим Копылов, Алекминск. Ну что, мы желаем всем хорошего, бодрого утра, отличного настроения. И самое время обрадовать победительницу, которая у нас получает в подарок 2 билета на спектакль «Нюргун Ботур», который будет сегодня в Театре оперы и балета. И мы поздравляем Катерину. Да, ее комментарий под номером 5. И, соответственно, вот такой вот замечательный подарок. Да, обязательно заберите свои билетики, чтобы сегодня ваш вечер удался. Желаем вам прекрасного похода в театр. Мы с вами обязательно свяжемся и расскажем, как забрать. Да, и благодарим всех участников. Их было 15 человек на момент, соответственно, розыгрыша. Ну, это тоже очень хороший результат. Что вы нашли утром возможность поучаствовать. Всем желаем отличного, продуктивного дня. Ну и, конечно, до завтра. Пока.